В этом видео я обращаюсь ко всем украинцам. Я коренной одессит. Хочу поделиться с вами не просто мнением, а прямой инструкцией, как избежать кровопролитий, как избежать жертв среди мирного населения и вообще не провоцировать разгорание этого конфликта так, чтобы пострадало как можно меньше, а лучше, чтобы вообще не страдало мирных людей. Послушайте до конца то, что я скажу, и поделитесь со всеми, кого знаете, этим роликом. Возможно, что-то из той информации, которую я сейчас донесу, будет тяжело сейчас осознать. Но вы постарайтесь, я вас очень прошу. Я это делаю не ради себя, ради того, чтобы смягчить тот процесс или свести его на нет, который происходит сейчас. Нехороший процесс. Процесс, в котором люди гибнут. Разрушается экономика, разрушается гуманитарная сфера. Все разрушается. Это мы с вами можем остановить. Послушайте как. Если мы не будем воевать, друзья мои, вот просто представьте себе, не будем сопротивляться. Что будет дальше, как вы думаете? Цель тех войск, которые зашли со стороны Российской Федерации, это власть. Не люди, власть. Это абсолютно точно. Не верьте пропаганде, что цель якобы уничтожать людей. Это не так. Это ложь. Это ложь для того, чтобы прикрыться людьми. Власть прикрывается людьми. Эта спецоперация против тех проводится, кто принимал участие в АТО. Если вы не принимали участие в АТО, это не ваша война. Тот, кто принимал участие в АТО, пусть воюет. Это их война, поверьте, их не так много. Но если вы, люди обычные, не были никогда замешаны в боевых действиях на Юго-Востоке, если вы не участник этих боевых действий, не выходите на улицу, не надо никого жечь, там стрелять и так далее. Не слушайте эту пропаганду. Чем больше вы сопротивляетесь, тем больше будет жертв, и тем сложнее будет проходить весь этот конфликт. Тем дольше он будет тянуться. Если вы хотите, чтобы все это быстро кончилось, дайте возможность случиться тому, что все равно случится. Друзья мои, поверьте, сопротивление не имеет смысла. Я знаю, что говорю, четко понимаю. Может быть только затяжной конфликт, если сейчас все это эскалировать. То есть, чем дольше будет длиться все это, тем больше будут страдать обычные люди. Запомните это. Поэтому для того, чтобы сейчас свести на нет все, что происходит, нужно просто перестать чудить. Просто перестать заливать в бутылки эти коктейли Молотова и так далее. Не думать о том, чтобы обороняться. Вы не сдаете страну. И запомните это, вы этим не сдаете страну. Вы просто не оказываете бессмысленного сопротивления, которое приведет к жертвам. Никто не будет захватывать Украину. Не будет этого. Украина будет сама решать свою судьбу. Но будет происходить зачистка власти. Будут происходить суды над теми, кто виновен в преступлениях. Вас это никак не касается. Обычных мирных гражданских людей. Вас большинство. Запомните это. Вас большинство тех, кто может не участвовать в этом всем. Если есть возможность куда-то уехать, уедьте. Если есть возможность просто не участвовать, не участвуйте. Не оказывайте сопротивление там, где оно не имеет смысла. Все равно то, что должно было случиться, случится. Когда вы начинаете защищать действующую власть, вы защищаете не страну, запомните это, а власть. Вы ради чего? Ради прозападной власти, марионеток прозападных будете гибнуть? Не стоит в это лезть. Это война тех, кто ее начал. Начали ее на Майдане. Те, кто там скакали, кто не скачет, то и москали, те, кто одевали кастрюли и так далее. И то далеко не все из этих людей пошли там в итоге воевать на восток, на юго-восток. Очень многие люди, которые там были на Майдане, тоже поняли, что суть дела была совсем не в том, что они думали. Не в улучшении, а в ухудшении. В захвате власти кровавым путем ради того, чтобы поставить своих марионеток. Это и произошло. Сейчас цель для войск Российской Федерации — это те самые прозападные марионетки, а не люди. Запомните это. Поэтому простая, очень простая инструкция к тому, чтобы все это быстрее закончилось. Не пускайте своих сыновей защищать. Это не защита Родины. Вы защищаете власть и тех, кто воевал на Юго-Востоке. Не пускайте никого. Сами не идите. И все это быстро закончится. Я понимаю, что это видео, это звон в пустом ведре, и, скорее всего, меня мало кто услышит, потому что пропаганда говорит о том, что напали на Украину и убивают мирных. Запомните, чем больше сопротивления среди мирных, тем больше будет мирных гибнуть. Потому что мирный человек, взявший в руки коктейль Молотова, уже не мирный, запомните это. Более того, такой человек подставляет всех, кто одет в гражданскую одежду, потому что будут войска уже видеть во всех врагов. Что вы делаете? Вы подставляете всех мирных граждан. Вы все равно таким образом не остановите армию. Это смешно. Ну, сожжете вы пару машин. А дальше что? Армия все равно пройдет. Да, вы, возможно, создадите потери, но не остановите ни войну, ничего. Если вы хотите погибнуть, ну хорошо, действуйте как хотите, но учтите, что вы совершаете ошибку. Друзья мои, очень простая инструкция. Оставайтесь дома. Уедьте куда-нибудь.
но не участвуйте в этом. Вот все, что я хотел вам донести. Это крик души, но крик души во благо всем, запомните это. Я никому зла не желаю. Всем добра, всем пока. В этом видео я обращаюсь ко всем украинцам. Я коренной одессит. Хочу поделиться с вами не просто мнением, а прямой инструкцией, как избежать кровопролитий, как избежать жертв среди мирного населения и вообще не провоцировать разгорание этого конфликта так, чтобы пострадало как можно меньше, а лучше, чтобы вообще не страдало мирных людей. Послушайте до конца то, что я скажу, и поделитесь со всеми, кого знаете, этим роликом. Возможно, что-то из той информации, которую я сейчас донесу, будет тяжело сейчас осознать, но вы постарайтесь, я вас очень прошу. Я это делаю не ради себя, ради того, чтобы смягчить тот процесс или свести его на нет, который происходит сейчас. Нехороший процесс. Процесс, в котором люди гибнут. Разрушается экономика, разрушается гуманитарная сфера. Все разрушается. Это мы с вами можем остановить. Послушайте как. Если мы не будем воевать, друзья мои, вот просто представьте себе, не будем сопротивляться. Что будет дальше, как вы думаете? Цель тех войск, которые зашли со стороны Российской Федерации, это власть. Не люди, власть. Это абсолютно точно. Не верьте пропаганде, что цель якобы уничтожать людей. Это не так. Это ложь. Это ложь для того, чтобы прикрыться людьми. Власть прикрывается людьми. Эта спецоперация против тех проводится, кто принимал участие в АТО. Если вы не принимали участие в АТО, это не ваша война. Тот, кто принимал участие в АТО, пусть воюет. Это их война. Поверьте, их не так много. Но если вы, люди обычные, не были никогда замешаны в боевых действиях на Юго-Востоке, если вы не участник этих боевых действий, не выходите на улицу, не надо никого жечь, там стрелять и так далее. Не слушайте эту пропаганду. Чем больше вы сопротивляетесь, тем больше будет жертв, и тем сложнее будет проходить весь этот конфликт. Тем дольше он будет тянуться. Если вы хотите, чтобы все это быстро кончилось, дайте возможность случиться тому, что все равно случится. Друзья мои, поверьте, сопротивление не имеет смысла. Я знаю, что говорю, четко понимаю. Может быть только затяжной конфликт, если сейчас все это эскалировать. То есть, чем дольше будет длиться все это, тем больше будут страдать обычные люди. Запомните это. Поэтому для того, чтобы сейчас свести на нет все, что происходит, нужно просто перестать чудить. Просто перестать заливать в бутылки эти коктейли Молотова и так далее. Не думать о том, чтобы обороняться. Вы не сдаете страну. Запомните это. Вы этим не сдаете страну. Вы просто не оказываете бессмысленного сопротивления, которое приведет к жертвам. Никто не будет захватывать Украину. Не будет этого. Украина будет сама решать свою судьбу. Но будет происходить зачистка власти. Будут происходить суды над теми, кто виновен в преступлениях. Вас это никак не касается. Обычных мирных гражданских людей. Вас большинство. Запомните это. Вас большинство тех, кто может не участвовать в этом всем. Если есть возможность куда-то уехать, уедьте. Если есть возможность просто не участвовать, не участвуйте. Не оказывайте сопротивление там, где оно не имеет смысла. Все равно то, что должно было случиться, случится. Когда вы